Ленинские РОВД города Грозного арестовали в центре города Джахар, бывший Грозный, Умарова Мовсара Умарова, 33-летнего. Его мама Асет сообщила об этом. Был задержан и был отправлен в нефтяной, так называемый нефтяной полк. Задержали его 18 июля 2020 года после 17 часов, в 6 часу. Ей там сообщили, матери вот этого Мовсара сообщили, что он смотрел блогера Абдурахманова. Нам потом сообщили и нас вызвали, и мы пришли в полицию. Около 10 человек военных было, и представился один Джабраилом в кабинете. Этот Джабраил предложил матери, сказал, что ее сын обязан с ними сотрудничать, с ними работать. Для того, чтобы поймать, задержать в Ингушетии и в Чечне 2 наших воинов. Много минут ей позволили побыть с сыном, ей разрешили встретиться. Она сказала своему сыну, чем становиться на колени перед ними, а именно доносить на кого-то, да, лучше умереть, потому что его призывали донести на кого-то. Вот таким способом его кто-то слил, кто-то сдал информацию, что он смотрит и так далее, и в чем-то был замешан. 18-го, сейчас далее. Если попробуешь сбежать, беги, но не стучи ни на кого, не доноси на невиновных людей ничего. Потеряешь честь ты и твои родственники. После этого полицейские сообщили, что он сбежал. Далее хотелось бы прослушать сообщение, которое есть. Оно тоже на чеченском языке. Я, наверное, его сейчас тогда постараюсь просто в 2 словах рассказать и показать саму фотографию, которая гуляла вместе с этим сообщением. Вместе с этим сообщением голосовым. Так, если можно будет разглядеть, вот это и есть Умаров Мовсар, который пропал, и скорее всего бежать это исключено из их лап, да, по крайней мере бежавших нет до сегодняшнего дня. Скорее всего с ним расправились. Об этом как раз в этих голосовых сообщениях говорит мама. И хотелось бы напомнить всем, не доверяйте вот этому провокатору, который заслан сюда. Не слушайте этого провокатора. Из-за этого провокатора будут погибать люди. Потому что этот человек работал в связи, и этот человек прослушивал наших партизан, наших воинов. И из-за него прослушивал Шмаков Игорь, а этот переводил ему и точно так же занимался сбором информации. А как мы знаем, огромное количество людей погибло, наших воинов, наших защитников, погибло именно из-за телефонов, из-за прослушки. Я призываю всех быть бдительными, быть аккуратными, не оставляйте никакую информацию, даже если смотрите, даже если что-то делаете, которая может вас как-то идентифицировать, как-то вас определить. Я призываю особенно молодежь, которая вообще беспечна по поводу своей безопасности, которые надеются на авось. Да, эти КГБшники, эти продажные
клопы с русского ватника под разными там группировками, ГРУ, это кадыровцы, МВД или так далее, ФСБ. Эти люди, они не всесильны, они не все знают. Но я вас уверяю, если они долго за вами следят, и вы совершаете ошибки, вас могут вычислить. Будьте осторожными. Не доверяйте никому, кому вы там пишете. Потому что много под разными там никами, там разный там какой-то меч ислама, там ну, такие громкие названия у них бывают, там арабские, там они вот на этом очень сильно дурят людей. Пожалуйста, не попадайтесь на эти уловки, берегите себя. Так, вот. Также я хочу сообщить немецким властям. Я знаю, что в 2017 году я был одним из тех, который инициировал вот это расследование. И в 2018 году мы начали это расследование. Мы очень много провели работы для того, чтобы московский механизм запустил эту работу. И ОБСЕ из 16 государств запустила эту работу по мониторингу за правами человека в Чеченской Республике. Тогда было по разным данным убито до 100 человек казнено. Не просто убито, это задержанные люди, которых казнили. Непосредственно в Старопромысловском полку имени Ахмада Кадырова были казнены 13 человек. Были казнены еще очень много людей, в общей сложности до 100 человек, как я говорю. Новая газета писала о 27 фамилиях, которые были убиты и в разных местах похоронены. В том числе сжигались тела на покрышках, и останки выбрасывались в реку. Хоронились там на православных кладбищах, чтобы не искали родственники, ну и так далее, всячески избавлялись от тел. Я обращаюсь к ОБСЕ, я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки, я обращаюсь к Германии, которая очень сильно сейчас поднимает вопрос по поводу отравления новичком Навального. Я вас призываю обратить внимание на похищение и, скорее всего, не дай бог, конечно, но скорее всего убийство Мовсара Умарова, которого объявят через несколько дней, отрастет у него борода и скажут, что человек сбежал от них, так и делается, и потом он был там в перестрелке убит, скажут. То же самое сделали вот про те 13 человек, которые были казнены. Их заставлял Аслан Иризиев, как его этот рыжий убийца, и быстрый есть такой Ибрагимов. Они казнили людей, а как они это делали? И помните, такой был Тамерлан, да, который возомнил себя великим Тамерланом, который сгорел, возвращаясь с Москвы на новом Мерседесе, попал в аварию и сгорел. Может сгорел, а может быть его по программе спрятали, поменяли ему документы. Так вот, они там что делали? Заставляли писать подписку о невыезде, и люди уже думали, что их будут отпускать. Заводили их в комнату и одного застрелили, а остальных 12 задушили альпинистским канатом. Так вот, они брали их телефоны, родственникам показывалась подписка о невыезде, мы написал подписку о невыезде, и он уехал. Их телефоны отправлялись в Сирию, и из Сирии приходили звонки, что вот мы дошли, там все отлично у нас, мы добрались, мы на джихаде, там и так далее, и так далее. Это говорит о том, что там в Сирии у них есть свои люди, откуда отправляют, где вот среди вот разных вот этих группировок, что тоже не секрет. Пожалуйста, если кто-то воюет и кто-то принимает участие в разном сопротивлении, как кажется, да, на первый взгляд России, это не всегда так, что эти люди искренне и на нашей стороне. Очень много есть засланной агентуры именно в рядах воюющих, потому что эти люди, которым больше всего доверяют. И именно вот через это доверие выявляются вот такие люди, как Мовсар Умаров. Да,
Дикнерду Ельцину. Я еще раз призываю ОБСЕ, которые взяли на себя обязательства по мониторингу за правами человека во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия.